Yayınımızda devam etemiz, hürmetli dostlar. Kuz, altın kuz azbarda. Yapraklar sarara, yağmurlar yakınlaşa. Tenimiz ise, bilmeyeyim, bir şey ola mı, bir şey olmay mı? Bazı bir denişmeler elbette ola, ama nasıl denişmeler, nasıl hastalıklar olabilir ve onların ogunu nasıl almak, bu hafta bizim misafirimiz aytып verecek. Bizim stüdyamızda dermatolog Liana Ибраимова. Selam алейкум. Алейкум селям. Hoş geldiniz студиямызга. Как настроение, как начинается обычно ваше утро? Мое утро, настроение хорошее. Утро начинается с того, что собираю детей в школу, отвожу, и дальше еду на работу. Лена Ханум, скажите, пожалуйста, осень – это опасный период для человека в принципе? Ну, то есть мы знаем, вот осенью бывают перепады настроения, да, осенняя хандра, там, так называемая, а в последующем она может как-то оказать влияние на наше здоровье? Вот именно может что-то с кожей произойти, не знаю, Да. цвет лица поменяться, еще что-то? Осень вообще это период обострения всех хронических заболеваний, в том числе и кожных тоже. Осенью, так как погода у нас меняется, холода, ветра, сырость на улице, а в помещении включается уже отопление, соответственно, перепады температуры, сухость, кожа реагирует, у кожи стресс, это для нее экстремальные условия. И, соответственно, кожа реагирует как? Мы получаем сухость, мы получаем обезвоженность, серый тусклый цвет лица, шелушение. Хронические заболевания обостряются осенью, такие как псориаз и все остальные заболевания. Поэтому кожа так реагирует. Соответственно, что мы должны сделать? Да? В первую очередь мы должны начать с правильного домашнего ухода. Хочу отметить, что домашний уход, безусловно, назначается врачом-дерматологом, косметологом непосредственно при личной консультации и на приеме. Но есть основные этапы, которые должны соблюдаться. Это очищение, это тонизация, это крем защитный, и это, вернее, питательный увлажняющий крем, и защитный, это крем с SPF-факторами. Осенью можно взять меньше, не 50, а 15-30%. Вот. Следующее для нашей кожи – это питание. Питание должно быть, я не говорю сейчас о диетах, да, питание должно быть сбалансированным. То есть мы должны все получать. Как минимум один раз в неделю мы должны получать рыбу. Да? Это омега-3 кислоты, это витамины. Для омега-3 нужны рыба нужна для того, чтобы не было морщин, преждевременного старения. Да. Шпинат, да, как бы мы детей заставляем есть, его нужно есть. Там витамин С, огромное содержание витамина Е. Это тоже очень хорошо влияет для кожи, это коллагеновая эластиностимуляция. Точно так же красный перец. В красном перце, например, намного больше витамина С, чем в апельсинах и еще либо где-либо еще. А витамин С – это антиоксидант, это осветление кожи, это иммунитет кожи. Красный перец, хотелось бы Болгарский. уточнить. Обычный красный болгарский Не острый. перец. Не Не острый, да. В нем содержится больше витамина С. Вот это по питанию. Что касается витамина С, учитывая, да, сейчас нашу эпидемиологическую ситуацию вообще в мире, в том числе и в Симферополе, я рекомендую в профилактических дозах принимать витамин D 500-1000 мг в сутки, витамин С также 500-1000 миллиграмм в сутки. И также есть еще косметологический препарат Лайнек, ну не косметологический, а препарат Лайнек. Это, получается, гидролизат плаценты человека. Это мощный иммуномодулятор, гепатопротектор, то есть он стимулирует иммунитет, он как для кожи хорошо работает, так и в целом для повышения иммунитета. Сейчас это очень актуально, можно им делать капельницы. Можно прокалывать по лицу, можно по акупунктурным точкам, по биологически активным точкам, можно по волосистой части головы. Осенью, кстати, волосы сыпятся очень часто, многие жалуются. Да, Поэтому- могу пожаловаться. Поэтому прежде чем приступить к лечению, да, нам нужно сдать анализы. На консультации врач-дерматолог все назначает. И точно так же можно мезококтейли и лайнек прокалывать в целом по организму. Я делаю чаще всего капельницы, чтобы в целом повысить иммунитет кожи и все остальное. Лайнек очень шикарно работает. Вот. Вы сказали об использовании крема. А как подобрать этот крем, чтобы он подходил именно нашему типу кожи? Самостоятельно это сложно сделать. Лучше консультация обычно врачей и косметологов, она бесплатная. Домашний уход тоже часто можно подобрать. Но в целом, как определить жирная, нежирная кожа? Да? Вы утром просыпаетесь, берете, пока вы не умылись, ничего, да, еще, вы берете салфеточку обычную, протираете. То есть если у вас кожа блестит, жирный блеск на Т-зоне, да, то, скорее всего, жирная кожа. Но это все очень субъективно. Это понятно, что не в целом, да? Конечно, да.
то кожа блестит, скорее всего, жирная, да, кожа. Если Т-зона блестит, а щеки сухие, то комбинированная кожа. То есть так вы подбираете крем. Например, если взять не профессиональный уход, да, а именно аптечный, я рекомендую это Ля Рош-Посay, неплохая Филорга, косметика, именно космоцевтика аптечная. То есть у них есть серия, вы, в принципе, можете подойти к консультанту, сказать, у меня комбинированный тип кожи или жирный, или сухой. И они по серии могут вам в аптеке подобрать там Ля Рош или Филоргу, неплохие серии. Биодермы более бюджетный, да, вариант. Урьяж можно тоже. Но я ни в коем случае не порекомендую использовать масс-маркет. То есть это должна быть или профессиональная косметика, дерматологически протестированная, или аптечная. Но ни в коем случае не то, что продается в магазинах. Да, и существует много противоречий по поводу использования детского крема для взрослых. Вот что вы скажете по этому поводу? Потому что одни говорят, что детский крем ни в коем случае нельзя использовать взрослым, другие же наоборот советуют, что чем использовать вот различные другие препараты, другие крема, да, лучше использовать детский крем. Я против детского крема однозначно, детского крема для взрослых. Детский крем, он для детей. То есть даже если логично подойти, да, на фабрике фирма косметологическая, фармацевтическая разрабатывала его для детской кожи. То есть для того, чего не хватает именно детской кожи, не взрослой. Поэтому мы только лишнее переувлажнить или не увлажнить даже, а дать большую жирность, это тоже не есть хорошо. То есть то, что вы его нанесли, впитали, и вам кажется, что сейчас все, кожа напитана. Но нет, она просто будет вырабатывать излишнее количество жира, ну, если по-простому, да, говорить. Поэтому нет, ни в коем случае для каждой кожи свой крем. И поэтому я говорю, в идеале подойти на консультацию к врачу-дерматологу, который подберет домашний уход. Да. Не надо пользоваться детским кремом, если вам уже 40, то все, Да. уже 40, ну все. То есть должна быть именно... На самом деле, в этот период, то есть мы правильно понимаем, как все-таки, вот я заметил, например, да, первые, да, позывы, то есть, например, какая-то сухость кожи, какое-то шершание, да, вот это, и вот это все я замечаю, я должен идти к врачу. В идеале, да. В Сразу? идеале, нет, ну вы можете подобрать. Опять-таки, домашний уход всегда должен быть. У вас есть домашний уход? Да, вот я утром Умылись? умываюсь, вечером умываюсь, вот, в принципе, вот весь мой домашний уход. То есть уход. вам как минимум просто даже можно пойти в аптеку, да, подобрать умывание, обычное умывание для сухой кожи или для нормальной, у вас нормальная кожа. А у Для меня нормальной нормальная кожи. Да. Это я в тоналке просто. Это внешность обманчива сейчас. Просто умывание, тонизацию, тоник, Да. да, протерли ватным диском после того, как умылись, и нанесли крем. И, скорее всего, в вашем случае сухость должна пройти. А, Если она уже не пройдет, тогда Тогда это звоночек. да, можно идти, да, именно к врачу, Мгм. косметологу, дерматологу. Процесс Да. долгий, вот сам вот выхода из этой ситуации, например, то есть вот сухость кожи появилась, да, я иду обращаюсь к врачу. Смотрите, вообще вся косметология, я сейчас не говорю о дерматологии, да, я больше занимаюсь косметологией, всеми видами инъекций, уходами, поэтому косметология, она основана на профилактике. То есть профилактика всегда, как и во всей медицине в целом, профилактика всегда лучше, чем лечение, так и в косметологии. То есть не нужно ждать, пока у вас что-то появится. То есть косметолог, как и к любому другому врачу, вы должны ходить, как просто для профилактики. Ну, все хорошо с кожей, отлично. Пришли, значит, подобрали какой-то уход, сделали какую-то уходовую процедуру. Их сейчас много аппаратных, уходовых, просто массажных. Это все хорошо, профилактика всегда лучше. То есть, соответственно, и морщин, и сухости, и каких-то высыпаний, покраснений, все остальное у вас может или не появиться, или появиться намного позже. Поэтому профилактика, в первую очередь профилактика. Самый главный вопрос, который, наверное, мучает меня всю жизнь и который я иногда делаю, а потом сомневаюсь, правильно ли я делаю. Мылом можно мыть лицо? Нет. Ни в Всё. коем Вы случае. пересушиваете, да. Есть специальные мыла, которые для угревой болезни. Тогда их врач назначает, если надо. Но с вашей кожей точно нет. У вас раньше времени появятся морщины. Вы пересушите, вы истончаете эпидермис, верхний слой, вы пересушите кожу. Соответственно, получается, хотя в нашей национальности, да, морщины появляются намного позже, чем у славян, француз, да, то есть у других, потому что кожа плотная, мы, в принципе, не склонны, большинство. Поэтому, если у нас будет правильный домашний уход, вовремя, да, увлажнение, то и морщинки появляются намного позже. Вот даже сравнить
Не знаю, не буду, да, на Ровесникам, национальный да, вот уровень, просто да, выходить. Ну, по просто ровесникам пройтись, да, Да. по национальностям, Да. если... Что, например, вокруг глаз более плотная кожа, межбровные морщины. Нет, ну, у наших женщин меньше морщин, поэтому Это но он- связано со структурой кожи. со структурой кожи, да. Да. А вы сказали женщин, а у мужчин, что все плохо, И все мужчин, печально? и мужчин, ну, в основном женщины, Мгм. да. Хорошо. Мгм. О сухости мы сказали. Какие еще кожные заболевания могут обостряться в осенний период и насколько пагубно может отразиться на нашем здоровье, здоровье организма в целом, не только кожа, самолечение? Самолечение. Самолечение это вообще самолечением не нужно заниматься, нужно идти к врачу. Это сейчас то, чем у нас занимается наш народ. В основном я и говорю о COVID-19, о пневмонии, так как нехватка врачей и всего остального, мы лечимся сами. И что мы делаем? Мы назначаем сами себе антибиотики, хотя это вирус. И он, не факт, что антибиотики работают. Мы назначаем себе сами антибиотики. Я столкнулась с тем, что антибиотики назначаются четвертого, третьего поколения, пропуская первое, второе. То есть мы вырабатываем резистентность к антибиотику. То есть мы назначили уже третье поколение, прокололи его. Дальше, если не поможет, что мы будем делать? То есть мы не даем себе пути отхода. Мгм. Это то, что касается пневмонии, да, сейчас. Точно так же и с кожными заболеваниями. Я просто аналогию проведу, чтобы было понятно. Например, псориаз, да? Там пошелушилось, что мы делаем? Берем гормон. Нанесли, ой, хорошо, на второй день все прошло. Брошу, не буду больше делать. Через неделю уже снова прошло. появилась. Ой, ладно, еще намажу, в прошлый раз повезло, помогло, снова намажу. Все. Третий раз намазала, не помогает. Что сделал? Кожа привыкла к гормону. Кожа выработала резистентность, она на этот гормон уже не реагирует. Все. То есть, а если бы правильно был назначен этот гормон врачом в совокупности с другими препаратами, да, и если бы он был правильно там 2 раза в день, 5 дней, четко, даже если на второй день прошло, курс, тогда снова бы не появилась. А мы лечимся сами, до конца не долечиваемся, в неправильных дозировках, плюс еще не всегда правильный крем, соответственно, не помогает. И плюс еще смазываем картину. То есть псориаз ушел, основная картинка ушла, осталось легкое покраснение. То есть если он начинающийся, он может быть непонятным. То есть мы все, смазали картину, врачу непонятно. То есть врачу что надо делать? Полностью обследовать организм. Возможно, если вы пришли сразу, это был бы четкий псориаз, дерматолог увидел, назначил лечение, пролечились, все намного проще. То есть, опять-таки, профилактика, да, прийти, показать. Это будет намного проще, дешевле и финансово, и по времени, и лечение будет более эффективным. Самое главное не заниматься самолечением. Самолечением, да. Çok sağ olun, что сегодня посетили Спасибо. нас. Мы хотели бы пожелать успехов в работе, так сказать, поменьше болеющих клиентов, но мы понимаем, что как бы всегда люди склонны, да, особенно женщины, девушки, склонны к красоте, и поэтому они всегда будут приходить и обращаться к вам. И мы желаем, чтобы все ваши пациенты, клиенты были здоровы. А что бы вы пожелали телезрителям? Да, я, кстати, сейчас тоже хочу пожелать здоровья. Самое главное – здоровье. Ведь если мы будем здоровы, если наш организм будет здоров изнутри, тогда он будет красив. Тогда и кожа будет красивая, и глазки будут сиять, и в целом будет красота. Будет здоровье, будет все остальное. Так что желаю всем огромного здоровья и красоты. Красота спасет мир. Çok sağ olunuz kelganingіз үшін. Қайырлы күндер. Урметті достар, yayınımızны devam etеміз. Әлбетте, güzel bir söhbetten soң nefbеттегі қысмымызны сізге бағышлаймыз. Buyurunuz, seyretіңіз, бізден айрылмаңыз.